Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так гласит народная поговорка. А если этот утопающий не хочет спасаться, тогда что, бросить его на произвол судьбы? А может, все-таки стоит вытащить его из моря иллюзий? Неважно, за уши или протянуть руку помощи, главное вытащить. И как можно быстрее, пока не стало хуже. Кто-то уже, наверное, понял, что я говорю о наркоманах, о тех молодых людях, которые пытаются убежать от жизни и ее проблем, которые не понимают, что наркотик – безжалостный палач, и он требует: укради, убей, достань очередную дозу, прими ее, иначе я подвергну тебя жуткой пытке. Проблема наркомании и алкоголизма в настоящее время коснулась практически всех слоев общества. Наркоманию и алкоголизм называют чумой 21 века. Это болезни, которые приводят к смерти. О том, что это такое и как бороться с этой проблемой, вы узнаете из нашего интервью с главным врачом Республиканского наркологического диспансера Муслимом Дальсаевым. Наркомания и алкоголизм – это заболевания. Заболевание, которое связано с зависимостью. В случае наркомании это зависимость от наркотических веществ, которые юридически внесены в список законом запрещенных веществ к употреблению. А алкоголизм – это зависимость от алкоголя, это может быть различные спиртные напитки. Зависимость в данных заболеваниях, она и физическая, и психическая. Присутствуют обе зависимости. Официальная статистика такова: с диагнозом наркомания это 2466 человек на сегодняшний день. Это данные за 2012 год. Люди с заболеванием алкоголизм это 2940 человек. Мы обычно сравниваем в своих отчетных данных 2012 год и 2011 год. Если взять сравнительную характеристику, то у нас выходит, что общее количество заболеваний наркологических болезней, оно увеличилось на 5%. Но впервые выявленных лиц по наркомании, по ним идет сокращение на 73%. Впервые, что значит? Эти лица, которые вот за текущий год не наблюдались, но вот впервые появились. А в случае с алкоголизмом там снижение идет на 4%. Это говорит уже о какой-то положительной тенденции, что все-таки те методы, которые мы применяем в республике, все ведомства и министерства дают определенный эффект. Небольшой, но все равно эффект в положительную сторону. Надо понимать, что работать с такими больными очень тяжело, так как нарушена психика. По данным, мировым данным, среди лиц, употребляющих наркотические вещества и алкоголь, более 50% требуют еще психиатрической помощи. К сожалению, многие родственники больных долгое время пытаются скрыть сам факт употребления наркотиков своих детей, родственников, близких. Не знаю, почему так сложилось. По ментальности, наверное, людям стыдно, что кто-то об этом узнает, что где-то их фамилия там, значит, кто-то увидит и так далее. Но я хочу обратиться к населению и сказать, что таким образом люди сами своими руками затягивают сам процесс заболевания, и чем больше они его будут оттягивать, тем тяжелее этот больной потом, тяжелее будет с ним проводить какие-то лечебные мероприятия. Проблема употребления наркотических, а если быть более точной, одурманивающих препаратов – это проблема глобальной подмены системы ценностей. Но не стоит думать, что наркотики – это какое-то новое изобретение современной цивилизации. Отнюдь нет. Они существовали на протяжении практически всей истории человечества. Об отношении нашей религии к употреблению этих веществ рассказывает директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики, известный богослов Баили Тевсеев. Dinlerdir halıq dəqiqətli uğur halığa şeyh allardır, şey dəyərlərdir, şey dəxnilərdir, edmi silərdir, xılıq dinlərdir. Çünki edmi si çəxilç, edmi hayqal çəxilç, edmi dəxni çəxilç, edmi aqad dəq çəxilç, dinliyildə ehtimə çəxili. Çünki hayqal dəq si
boğuş dostluğum neşe üşe dinler deytir. Ha dinel hal hardine eylemler. Çün der ihya Allah diyaş dostluğu çum nağdı tağana aqdal haram din dostluğu çumun adam etaqide. Adam ihya alçaqal çün iman çaqul çün din çaqul çün der ihya Allah der iza bu sob dünya aç o şehit etiden bağıtanımdı. Da haram yal din dostluğu ma admi ihya alqaldu aqluğum. Narkotik ve ihya alqaldu erqnu ihya alqaldu qitan qaldu sidoy so dehni doy so çün der işa dostluğum neşe işe bu sob dünya o gırç oğa قرآن شو عدالة بو ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة شيء دعا ما شيء هلك خلري ما تسأش أقديل شو ساني قن خيت نو شيء دعا ما شيء حيقل شيء سي لردي بو قفايا عمر ديل سلم قلتنا بوصل بق والشة مجش بوصل بستجا غيل بوصل بستجا لا يغول عو إعلا سو شني قاعد ديكم دو إعلا نو بوصل بق والش مجش والش بوصل بستجا إذا غول عو إعلا كنت قالش مجش تغلش استجي عبادة سدلو لامز سدلو مرقة سقابلو بوسوب دينا ناقواس سخولتنا چون دیره درو образ жизни بوخش داشته بما إذا بوسوب دنیا خزنه يخسن چو واجنه هندو پیامبر شی زمان چو اسپورتنت اتیدم بوغش خلا اخ پیامبر شا ودر قوسلوش خلا وقت ورغلت ش خلا پیامبر نیس الله عد توخ خلا پیامبر لیچره اقنیک عامدر از سنت خلا پیامبر بیرگل دینا دو چون دیره سپورتنت پیامبر شی زمان چو شي أصحاب شكات اتيدم بوغش خلا من يالج ديرع موغشل سخلشه ساهم تصدلق موغشل تاياش دوش دوهم درو образ жизни بوغش دوش دوما إذا بوسوب دنيا خزنه يخسن چو يوش بوسوب دينو شينت Необходимо понимать, что проблема употребления и распространения наркотиков – это проблема государственного уровня, поскольку через распространение наркотиков в настоящий момент осуществляется широкомасштабное уничтожение населения. Распространители наркотиков – это преступники. О том, как ведется с ними борьба у нас в республике, рассказывает заместитель начальника управления наркоконтроля по Чеченской республике Асламбек Зармаев. Анализ наркоситуации на территории нашей республики позволяет констатировать, что в отличие от других субъектов федерации, наркоситуация у нас относительно стабилизируется. И для этого созданы все предпосылки, которые позволяют нам сегодня констатировать, что у нас эта ситуация идет к постепенной стабилизации. И если такими темпами мы будем продолжать работу, в ближайшем будущем мы сможем уже констатировать практически его полную минимизацию. Основная задача, которая стоит перед Федеральной службой наркоконтроля России по Чеченской Республике, это организация тесного взаимодействия и совершенствование системы взаимодействия и координация деятельности всех правоохранительных органов и спецслужб на территории Чеченской Республики, плюс всех участников антинаркотической республиканской нашей программы, направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и, как сказал наш глава республики Рамзан Ахмадович Кадыров, на полное ее искоренение. Что мы делаем в этой области? Если хотя бы взять вот эти 2 месяца и 28 дней вот этого года, на территории республики окончательный результат подведет наш информационный центр МВД нашей республики, но мы сегодня можем констатировать плюс-минус выявлено 190 с лишним преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Это имеется в виду и нашим ведомством, и нашим Министерством внутренних дел. Мы можем даже взять прошлый год, 2012 год. В 2012 году общими усилиями нашими силовыми структурами на территории Чеченской Республики выявлено 743 преступления. В результате чего из незаконного оборота на территории нашей республики было изъято свыше 56 килограммов наркотических средств. Это общими усилиями всеми силовыми структурами. В январе месяце 30-го проходила коллегия Федеральной службы наркоконтроля по Чеченской Республике, где принимал участие наш глава республики Рамзан Ахмадович Кадыров, которым, это было 30 января, была поставлена конкретная задача перед нашим ведомством, но и, естественно, в лице нашего ведомства перед всеми силовыми структурами и всеми заинтересованными министерствами ведомствами. В каждом населенном пункте начать активную работу, направленную на искоренение наркопреступности. Мы в этом году впервые даже добились снижения наркотизации нашей молодежи.
Значительно. Где-то если раньше, допустим, была цифра свыше 100, сегодня она даже не доходит даже до 30%. Поэтому у нас идет, в отличие от других субъектов федерации, заметное снижение наркотизации населения. Вы даже по телевидению, по массовой информации, даже по интернету посмотрите, в других регионах такая картина не наблюдается. А почему у нас идет снижение? Потому что это единственная республика, где по влиянию наркоситуации ведется работа действительно от души и активно. И почему здесь? Потому что впереди идет глава республики. Решать проблему распространения и употребления наркотиков необходимо сообща. Это должно понимать не только государство, но и прежде всего общество, молодые люди. Их мнение по поводу данного вопроса мы узнали, проведя небольшой социологический опрос на улицах города Грозного. Вы знаете, наша нынешняя молодежь, конечно, увлекается, бывает, такими делами. Кто-то их привлекает, кто-то им говорит, что это хорошо. Попробуй раз, попробуй два, будет хорошо и так далее и тому подобное. На самом деле нет, ничего хорошего нет. Сколько людей умерло из-за этих наркотиков, сколько людей погибло, сколько людей было убито из-за того, что распространяли эти наркотики и их принимали. Вы знаете, мой совет молодежи нынешней делать намаз, делать ламаз, совершать ламаз как можно чаще, 5-кратный ламаз в день. Это все проделки шайтана, наркотики, это мы знаем. Поэтому я желаю молодежи, чтобы они подумали, прежде чем брать какие-то плохие вещи в руки, какие-то таблетки и так далее и тому подобное. Отношение к наркотикам вообще само по себе, оно только отрицательно может быть. И мне, как мусульманину, чеченцу, очень я обеспокоен, и мне обидно, что этими моментами, которые способствуют деградации, вообще разложению народа, потому что всем известно, что молодежь – это будущее наше, и надо с этим бороться. И я, как патриот ислама, как патриот своей нации, призываю всех мусульман и все здравое человечество бороться с этим. Любой парень, молодой человек, когда он, если он пробует, какой-то наркотик или одурманивающее средство, он думает, что получит какой-то положительный эффект, эмоции, хорошие эмоции получит. Даже я хотел бы сказать, что эти эмоции, которые мы получаем от наркотиков, их можно как сравнить. Допустим, если мы идем на рынок, хотим купить какие-нибудь фрукты, у нас есть, скажем, яблоки, есть импортные яблоки, хороший сорт, они хорошо выглядят, то все. Есть натуральные. Любой человек, если пошел бы, выбрал бы натуральные, потому что они намного полезнее. И точно так же эмоции. Наши эмоции, которые мы получаем от наркотиков, они искусственные. Ни одной пользы от них вообще нету, только есть вред. По мнению многих экспертов и ученых, единственный эффективный метод борьбы с наркоманией – это духовно-нравственное развитие личности и создание моды на здоровый образ жизни, особенно среди молодежи, так как она одновременно является наиболее активной и в то же время наиболее уязвимой частью нашего общества.